Конечно, это характерно. Конечно, он сын своего народа. Конечно, он сын своих родителей, сын своего тейпа. Но это намного шире. И вот то, что вы сказали, мне действительно очень много раз пришлось общаться с жителями Липецкой области, в силу того, что это центральный федеральный округ. Вы знаете, что поражает, да, и это приятно мне, как вот человеку, который гордится тем, что Сулумбек, он наш, с Ингушетии, что он ингуш, что из такого древнего, хорошего рода. И это то, что вот от самого маленького ребенка, кончая самым большим профессором, военнослужащие, все в один голос говорят о том, что это образец. Образец – это великий гражданин России, это великий и очень достойный ингуш, это человек, с которого берут пример. Конечно же, это, вот вы совершенно правильно сказали, это не само по себе. Ничего с космоса само по себе не падает, не происходит. Это то, что ему дали его предки. Это его состояние души, это то, что он действительно по-другому поступить не мог. И думать по-другому не мог. Он совершенно четко понимал, что этот поступок, то, что он уведет в самолет, это во многом будет способствовать тому, что будут сохранены жизни. И вне зависимости, что произойдет с ним дальше, потому что могла и быть и другая ситуация, может быть, он и катапультировался бы, но вне зависимости. Вот об этом как раз-таки он не думал, о том, он думал, как спасти людей, как показать, что это действительно элита, что он командир самых элитных воинских подразделений, это самый лучший центр нашей страны, это образцовый, и что он один из высочайших профессионалов, действительно, это мастер спорта по высшему пилотажу, это летчик-снайпер, это ученый, это мужественный, решительный человек, который действительно в этот момент по-другому и не мог поступить. Он великий гражданин России, и он настоящий ингуш. Он настолько был прост в общении, настолько был доступен, и настолько даже у этого человека была такая какая-то внутренняя культура, и никогда ничего сгоряча не делал. Он никогда не... с него был бы величайший руководитель региональный, то, что сейчас говорят, президент республики, края, области, да, с него был бы величайший военачальник, с него был бы очень хороший ученый. И он, конечно, самая главная его большая профессия, это он великий человек. Это человек, о котором можно говорить, что это целый мир, и он человек, которым, конечно, могли гордиться любое общество, любой народ, тем более как гражданином России. Я помню этот январский зиму, когда его привезли на родовое кладбище в Плиево, когда прилетело руководство страны, когда вице-президент Рудской, и был губернатор Липецкой области, была очень большая делегация с Липецкой области. И вы знаете, мне кажется, я уверен, что настолько эти люди были расстроены, настолько они переживали, я помню, что губернатор Липецкой области, он снял, на нем была такая большая шапка, он ее снял, и слезы